Офтальмологической службе Якутии 90 лет. Сегодня в столице республики состоялась научно-практическая конференция «Этапы и перспективы ликвидации устранимой слепоты», посвященная этой дате. В ней приняли участие ведущие эксперты России. Они поделились опытом с якутскими коллегами и рассказали о новых технологиях, применяемых в лечении различных сложных заболеваний. Подробности в материале Саргаланы Захаровой. 90 лет назад с открытия первого трахоматозного диспансера в Якутске началась история офтальмологической службы Якутии. Тогда, в первой половине 20 века, на 100 тысяч человек приходилось более 1500 незрячих. В большинстве случаев слепота наступала из-за трахомы. В конце 50-х болезнь победили. Однако остались такие заболевания, как глаукома и катаракта. За последние 10 лет в борьбе с этими недугами якутская служба сделала большой прорыв. Сегодня в Республиканской офтальмологической клинике проводят операции разной сложности. Катаракта у нас внедрена уже давно. Хирургия микроразрезов. Разрез на сегодня, величина разреза составляет 2,2 мм, и это рутинная практика. Имплантируются модели самых передовых моделей, в том числе и асферические линзы, которые дают очень четкое изображение. Во время конференции эксперты, ведущие хирурги страны, ознакомили якутских коллег не только с теорией, но и показали на практике новые методы лечения. Так, в офтальмологической клинике они провели 3 операции на больных с разными диагнозами. Внедрение витреоретинальной хирургии 27 гейч. Что это такое? То есть это лечение, хирургическое лечение патологии сетчатки. То на сегодня, в котором мы работаем, составлял 25 гейч. Что такое 25 гейч? Это инсулиновая иголочка. Она еще тоньше, чем инсулиновая иголочка. Эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Владивостока также выступили с докладами. Один из них был посвящен патологии органов зрения у детей. Кандидат медицинских наук Наира Егиян отметила, что несмотря на высокий уровень работы якутской службы, к сожалению, мало внимания уделяется детской заболеваемости. Мы оперируем детей с 2-месячного возраста. Я бы хотела сказать, что из Якутии у нас тоже есть пациенты. Так что мы знакомы с вашими пациентами, лечим ваших пациентов, направляем на дальнейшее лечение к вам. И, в общем-то, вашими врачами они достаточно квалифицированно поддерживается то, что было проделано нами. По итогам конференции участники приняли резолюцию, в которую вошли замечания и предложения. Основным пунктом документа стало предложение внедрения новых методик оперирования и выделения финансов для повышения квалификации якутских хирургов в ведущих клиниках страны. Саргалана Захарова, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.